Никогда России не удастся поставить на колени чеченского президента. 8 марта 2005 год. Толстой юрт. Окруженный со всех сторон, без выхода и без пути назад, второй президент Чеченской республики Ичкерия Аслан Масхадов сделал то, что может сделать только человек, стоящий выше страха и выше смерти. В своем последнем интервью он сказал: «Вы никогда не сможете поставить на колени чеченского президента». Это были не просто слова, это было решение. Это была последняя воля главы государства, который понимал, если враг возьмет его живым, это будет попытка сломать дух целого народа. И он выбрал конец, в котором нет унижения. Он выбрал смерть, в которой нет покорности. Он ушел так, чтобы никогда и никто не увидел его согнутым перед врагом. И когда решение было уже принято, когда Схром был окружен и выбраться было невозможно, Масхадов приказал своему охраннику исполнить его последнюю волю на этой земле, которая была оглашена между ними уже давным-давно. «Я не должен попасть в их руки живым», после чего охранник исполнил его волю, впустив пулю прямо в сердце. Россия показала его тело, но она не смогла показать главное, что он сдался. Аслан Масхадов ушел из этой жизни так же, как и жил ее, твердо, спокойно и непокоренно. Президент, который никто не поставил на колени. Человек, который до конца оставался свободным. Да будет доволен тобою Аллах, а мы будем помнить тебя вечно. Никогда России не удастся поставить на колени чеченского президента.